Кожемякин, Кожа. Настя, ты помнишь, у нас тоже был? Кожемякин. Вместе учились. Да, помню, Саша. Кстати, хороший был парень. Обходительный такой. Одним из первых, кстати, бизнес открыл. Помнишь, свой бизнес? Интересно, что с ним сейчас? А вы только и умели, что клички давать другим. А вы кто? Мы по поводу заявки на кредит под залог недвижимости. А ваша заявка предварительно одобрена, а теперь остается только оценить недвижимость. Вы позволите? Пройдемте. Это Кожемякин. Алексей. Ну давай. Кожа который. Кожа! Ой, прости, Алексей, прости. Подъезжай. Не телефонный разговор. Адрес скину, давай. На связи. Давай. Однокашник. Сколько лет, сколько зим. Присаживайся. Здравствуй, Алексей. Ты, оказывается, помнишь, как меня зовут. А что же в институте-то? Кожа. Да ладно, когда это было-то? Не со зла же. Ладно, шучу. Давненько меня Кожа не называли. А все знаешь почему? Потому что к хорошему человеку плохие клички не клеются. Если бы ты знал, какими делами я сейчас выручу. Мансур, спасибо тебе. Ну, я вроде как ни при чем. Честно говоря, я знал, что у тебя большие дела, большой бизнес. Ты ведь в институте на голову всех выше был. Ну, что есть, то есть. Но все-таки, если б не твои подколы, если б не твои прозвища, я бы, наверное, не добился того, что у меня есть. Да, поэтому благодарен тебе. Вот. Огромное спасибо. Молодец. Воспитал мой характер, сделал меня жестче и злее. Тебе спасибо на добром слове. Я рад, что у тебя все хорошо. Да ладно. Че же это мы все? Обо мне, да обо мне. Давай лучше о тебе поговорим. О нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Ну, давай рассказывай. Что у тебя как? Ну, честно говоря, я думал, что ты в курсе. Дела мои идут не очень. Нет, они идут, но к суду. Что ты говоришь, а? В общем, так получается, что кто-то хочет вывести мои активы в офшор. Дело скрылось. Но по всем документам получается, что это делал я сам. Короче говоря, как бы дела ни сложились, я остаюсь без бизнеса. Сейчас самое главное – остаться на свободе и дома отстоять. Так что о взаимном сотрудничестве не может быть и речи. Ну, а чего ж? По-моему, самое время. Ведь я же знаю тебя. Если бы у тебя дела шли хорошо, ты со мной даже не стал разговаривать. Да. Даже не посмотрел бы в мою сторону. Поэтому пришлось предпринять некоторые шаги. Ну, чтобы сделать тебя сговорчивее.
В смысле? Не понял. Ну, подожди. Такие вещи надо за чашкой чая обсуждать. Чай сюда! Пойми меня правильно, Леша. У меня нет никакого настроя на долгие посиделки и на пустые разговоры. С фирмой я сейчас ничего сделать не могу. О каком сотрудничестве ты говоришь? Хайырлы күн, Мансур Харисович. И чего ты приволокла? Ты же знаешь, как надо. Я с молоком пью. Извините. Быстро! Алай. Икен. Аллах икен. Слушай, ну ты меня поражаешь. Ну ведь все уже потеряла. Пытаешься строить из себя крутого, а? Лицо держишь. Keep smile. Не? Так все это время... Ну, давай, продолжай. Так это ты. Рейдер чертов. Зачем? Хорошо, что вопросы задаешь. Задавай правильный вопрос. Не зачем, а за что? Настя. Именно Настя. Отобрал у меня эти. И же я так... Да это ты, Рейдер. Любовный. А ведь никто уже, а? И звать тебя никак. Ну, да, когда-то ты чего-то добился. А сейчас дом заложен. Родители не знают, что делать. Жена вынуждена потрачить. Денег на адвоката нет. А ты все туда же, а? Интересно. А вот Настя сейчас не жалеет, что она за тебя замуж вышла? А? Вот именно сейчас, в данный момент, а? Помнишь, я говорил тебе, что я заберу у тебя Настю? Помню. Вот и заберу. Причем с хорошим придатком. Нет, заберу это, она же не вещь. Я верну ее. Верну. Она достойна хорошей жизни. А ты ее недостоин. Мам, тут твои краски пришли. Muhabbet. Улым рахмет. Куй стеллажга краскаларна, яме? Прости, Не мам. волнуйся, не волнуйся. Сейчас все соберу. Хорошо. Якши, да. Татарочка было беттинг синяный. Ну что, син, улым. Просто мин хезер татарша күп сөйләшергә тырышам, потому что миңа кирәк телне практиковать. А почему ты раньше по-татарски не разговаривала? Ты же знала язык. Да, ну, раньше мин просто ялдым, а потом боялась, что появится татарский акцент. Шутка. А если серьезно? А если серьезно, русский – это мой родной язык. Я люблю его звучание, люблю правильную русскую речь, люблю красоту русского языка. А потом мне очень важно сохранить свою идентичность, понимаешь? А вот
Әби, бабай, әтиең, аларга татар теле туган тел. Аларга үз теле кадерле. Но несмотря на это, они меня с первого дня понимали. А я за 20 лет научилась понимать татарскую речь. А теперь, если надо, и татарща селяше алам. А у нас с Эльвирой какой родной язык? Вы с Эльвирой вообще богатые люди. У вас 2 родных языка. И татарский, и русский. Стихотворение есть одно. Сейчас, если вспомню. Татарчада яхшибель, русчада яхшибель. İkisi de bizning için en gerekli затлы тель. Вот. Ну, конечно, если еще и английский подтянуть, тогда вообще будет здорово. Мам. А что ты рисуешь? Ну да. Как речь зашла об учебе, мы переводим тему разговора, да? Мне честно и интересно. Интересно? Смотри. Это изображение орнамента с татарских деревянных ворот, входных ворот в деревне. Такой своего рода восьмиконечник, видишь? Такие уже узоры были еще шестиконечными. На цветы похоже. Согласна, похоже. Но я бы сказала, что это не цветы, не чечек, а кояж, изображение солнца. Потому что символ солнца – символ жизни, символ вечной жизни. Не зря же их изображали на входных воротах. А вообще, между прочим, эти узоры были найдены еще на древних могильных камнях. Особенно на тех, которые были в Болгаре. Да ты можешь историю преподавать. Нет уж, спасибо. Я уже нашла свою любимую работу. Үйінде сотасым келмей. Ләкин өзің білесің бе? Малайның башын исән қалдырға керек. Ауыл халқы нәрсә дияр? Ауыл халқы нәрсә дияр? Кеше нәрсә әйтер? Өмірің шуннан қорқып өтті инде. Ауыл кеше сөзін әш табар ул. Онда кеше сөзін тыңлый торган вакыт міне. Өзің білесің бит. А чё такие грустные? Вика, у меня здесь петелька оторвалась. Теге бир, әле зинхар үшін. Бер, қызым. Спасибо. Молодец, қызым. Нене матур күлмәкләр кигәнсең. Ямаулык салырга оныткансың диләр без яшь чакта. Бабай, не смешно. Не смешно шул, қызым. Ә бит синең яшьтәге кыз үз киемен үзе төзәтергә тиештер инде. Әби, а что я сделала? Жетті енді сеңа. Кіші башын қатырға сеңа қош енді. Вот именно, бабай. Не порть мне дискотечный настрой. Аңладым, қызым, аңладым. Дискотекаңа да бар, концертларға да бар, ең қаршы түгел. Менә гаиләдә барган хәлләр белән кызыксынмыйсың. Синән кичерәк Марат та борчылып әтисе белән әнисенә булышырга тырыша. Ә син һаман үз дөньяңда йөрисең. Безнең дөньяга да чык, кызым. Бабаң дөрес әйтә, қызым. Җаваплырак булырга кирәк.
Эби, а что мне делать-то? Вы же меня не слушаете. Вон уже дом оценивать приходили. Я хочу вам помочь, но вы же меня не слышите. Ең бірінші сен өзің тұрында да ойларға дейіш. Әгер да бұйыртыны тартып алсалар, әтейін ішкі орнаша алмаса, сен өзің қайғыртырға дейіш. Оқуың нешік бұла, ішің нешік бұла. Әлі сен қаван әтейіңнер сыртында яшармын дейсің мен. Міне бет мәселе нәрседе. Міне мен сені асырайым әлі. Ин өлшерге келген банкирлар тұрында нәрсе ойлайсың. Ну, я думаю, что все нужно маме рассказать. Потому что папа, как всегда, наступит на одни и те же грабли. Он всегда сам пытается все решить, и это решение выходит боком. И получается грандиозный скандал. Потому что об этом никто не знал. Бізге қазір бірге ойлашып, кеңешлешіп іш итәргә керек. Алай болмаса, бітті баш. Ну тогда точно маме нужно все рассказать. Правильно, қызым, правильно. Әбесе, тік-тік ме петлесін бер, дискотекасына саңа қалмасын. А почему ты раньше не брала такие заказы? Не делала кургазмя? Кургизмелер. Кургизмелер. Что это? А, выставки, да? Выставки. Точно. Видишь, бытовой язык-то я понимаю, а вот эдебительне иренергеде иренерге эле. Раньше у меня не было времени, чтобы делать выставки. Потому что у меня были вы. Два маленьких человечка, которых я очень-очень сильно любила. И самая моя главная задача в жизни была забота о вас. Ну, ты представляешь, я рисую картины, а мои дети растут без меня, необразованные, невоспитанные, без чувства вкуса. А помнишь, как мы в детстве вместе рисовали? Это же было нашим хобби. А сейчас хобби превратилось в работу. Угу. Нет, я бы сказала, что хобби приносит деньги. Вот. Это как дополнительное средство к папиному заработку. Ну, папина фирма же... Марат, не думай об этом. Это не твоя забота. Папа во всем разберется, вот увидишь. Подумаешь, несколько месяцев разбирательств, несколько месяцев кризиса, и все будет хорошо. И работа вернется, фирма начнет работать, она еще сильнее станет, вот увидишь. Ну, без хорошего адвоката же никуда. Умный какой. Красавчик мой. Слушай, Мансур, меня удивляет твое спокойствие. Я тут наговорил на хороший мордобой. Хочешь меня ударить, а? Не ударить, а прибить. Это я тебе прибью. Придавлю, как муху. Но я сделаю лучше. У меня к тебе есть предложение. Обмен. Ты мне Настю. Со мной она будет счастливая. А я тебе вертаю бизнес. Весь. Мне твои подачки не нужны. Ты никого и никуда не уведешь. По поводу фирмы мы поговорим в суде. Теперь я очень много знаю. И я подготовлюсь. Нет. Ты многого не знаешь. Ты многого не знаешь. Ну, слушай. Сыграем, а? Ну, ты же азартный человек. Ну? Я с картами завязал. Все, разговор закончен. Все, вспомнил, да? Вспомнил. А где же была твоя совесть?
когда ты на кон поставил шубу своей любимой девушки, а? Я ж помню, как она по улице в одном платье шла, а? Жалко мне ее было. Ну, а сейчас? Ну ты ж сейчас никто, звать тебя никак. Она со мной останется. Не провоцируй, Алексей, я не в карты сюда пришел играть. А это смотря на что. Давай, один раз сыграем. На твою жизнь. Если выиграешь, все вернется, как было. Но если проиграешь, тогда нет тебе жизни, Настя моя. Она ж все равно от тебя уйдет. А? Ей новую жизнь построим. А? Ну? Раздавай. Я сам. Давай. О, вот узнаю своего старого знакомого, да. Что? Теперь ведь на кон поставил не только шубу, жену свою поставил. Заткнись. А что ты меня не затыкай? Это не я у тебя в гостях, а ты. И откуда ты такой взялся? А? Вот отец был твой хорошим гостем. Не понял. Ах, я забыл. Я забыл тебе рассказать про твоего отца. Ах ты психопат. Я? Как это вообще возможно? Старого человека держать у себя, пытать? Да его никто не пытал. Он сам упал с лестницы, когда его бурый провожал. Нет, потом мы же его лечили. В частной клинике лечили. Да, он жил у меня как шах. А что ж тогда сбежал-то? А сбежал, потому что мне так надо было. Ну не вечно же мне его содержать. Ты-то у нас на что, а? Да он потом все равно ничего не помнит. Давай, отыгрывайся. Не переживай. Отыграюсь. Еще. У меня все. Скрываемся, господа. Рискуешь? В темную играешь? Признаю, выиграл. Будем считать, что повезло. Уговор есть уговор. Выиграл.
про карточный долг сам знаешь. Боры! Проводи. Пошла вон.